Правила игры. Госдума на минувшей неделе приняла в первом чтении законопроект о численности региональных парламентов. О необходимости наведения порядка в этой сфере, напомню, говорил президент в послании Федеральному собранию. Пока выходит, что в 11 субъектах количество депутатов надо увеличивать, а в 8, напротив, сокращать. К последним относится, например, Карачаево-Черкесия. Как выяснил наш специальный корреспондент Сергей Холошевский, реализовать новые требования после их вступления в законную силу там готовы. Впрочем, отправился он туда не только за этим. Горные республики прочат большое туристическое будущее, для чего и предпосылки вроде бы есть. Вот только что легко будет, никто не обещал. «Ты жемчужина России» – слова из гимна этой маленькой горной республики. Найти Карачаево-Черкесию на карте, как и жемчуг, действительно трудно. Всего 430 тысяч человек, а рядом Эльбрус, Архыз и неповторимая по красоте природа Кавказа. Карачаевцы, черкесы, русские, нагайцы и абазины. Россия акызлы, дзычызлыки мa'нıyымы? Так звучат новости на абазинском языке. Горцы называют его вторым по сложности после китайского и при этом скромно улыбаются. Одно слово, 3 бочки сметаны. В абазинском языке, ребята, сколько букв? Кто мне скажет быстренько? А ну-ка, Малика, давай. 68 букв у нас. Настроение очень трудное. Какие? Каждое утро в 7:30 в Черкесске можно наблюдать одну и ту же сцену. Товарищ президент, Карачаево-Черкесская республика за прошедшую ночь без происшествий. Командировка, капитан милиции. Я первое желание так, да. Бывший судья Конституционного суда России, профессиональный юрист Борис Эбзиев уже второй год президент Карачаево-Черкесии. Теперь он думает о том, как бы скудного бюджета республики хватило на больницы, дороги, школы и борьбу с безработицей. На все сразу денег не хватает. Форпост России на Кавказе радуется уже тому, что все кавказские войны последнего времени обошли его стороной. Мы в Карачаево-Черкесии не говорим «навеки с Россией». Но есть такая расхожая формула. Так вот, у меня такое впечатление: навеки с Россией – это быть попутчиком России. Мы и есть Россия. Мы навеки и навсегда вы Россия. А это уже совсем другой коленкор. Когда-то карачаевцы чуть было не поссорились с черкесами. Тогда, в 99-м, их помирила Москва. Но и сейчас, спустя больше чем 10 лет, Эбзиев очень осторожно говорит о реформировании местного парламента. Как только возникает та либо иная острая проблема, в обязательном порядке происходит, но я не скажу раскол, я скажу, возникают противоречия не межпартийного характера, а межэтнического характера в составе парламента. Маленькая местная радость. Выход на линию новых автобусов и троллейбусов. На торжественном митинге сам президент. Это скромность от бедности. Нет работы, нет хороших дорог. В своем кабинете Эбзиев показывает, как он недавно добирался до Сухуми. 12 часов пути, огибая весь Кавказский хребет. А ведь еще до революции через горы к морю была прямая дорога. Военно-Сухумская. У советской власти отремонтировать дорогу за 70 лет руки не дошли. У российской пока тоже. Достраивать там в принципе ничего не нужно. Эта дорога существовала. И в стародавние времена по ней даже вот эти вот автомобили, которые чурочками березовыми топились, и то ходили по этой дороге. И поэтому сегодня речь идет не о строительстве дороги. Речь идет о ее восстановлении, точнее реконструкции. Вот где начинается та самая военно-сухумская дорога, построенная еще до революции. Зимой она перекрыта, летом здесь могут пройти только пешие и всадники. Здесь все как в сказке. Пойдешь прямо, будет тебе Черное море. Пойдешь направо, коня потеряешь. Кстати, кони здесь самые выносливые. Местные карачаевской породы. Родословно ведут из глубины веков. В горах незаменимый вид транспорта. Современные кавказцы теперь обижают железных коней с помощью китайских братьев. Завод по сборке легковушек – способ не столько пробиться на российский рынок товаров из Поднебесной, сколько борьба местных властей за создание рабочих мест. Китайцы удивляются, могут ведь горцы быстро работать. Были сомнения. Надо сказать, что мы их достаточно быстро развеяли. Это именно вот тот народ, который здесь работает. Вот это их заслуга. Так что теперь джигиты научились лихо управляться с компьютерами и роботами. Впрочем, и о своих баранах здесь не забывают. Кавказцы гордятся ими ничуть не меньше, чем лошадьми. Умные, неприхотливые, теплая шерсть, экологически чистое мясо. А какой шашлык! Ну, эта порода с испокон веков была. Они только, не знаю, есть
лето они живут. Когда-то эти самые бараны спасли жизнь многих карачаевцев во время сталинской депортации. Женщины делали из их шерсти теплую одежду. Это была одна из самых мрачных страниц в истории горского народа. Из 70 тысяч карачаевцев в годы депортации умерли более 43 тысяч человек. Уважаемые гости солнечного Донбая, добро пожаловать на гостеприимную землю Карачаево-Черкесии. Когда-то Донбай вместе с Сочи был пределом мечтаний советского туриста. Горы, воздух, югославские подъемники. Сейчас турист стал разборчивее. Ну, везде совок, на самом деле. То есть все канатные дороги, у всех разные владельцы. И безумные цены. В Европе 23 евро, сколько там, один день на все 17 подъемников, к примеру, да, там в Австрии. А тут платишь 100 рублей за один подъем, 150, вернее. То есть это, как-то несерьезно. У Донбая та же беда, что и по всей России. Хаотичные постройки в природоохранной зоне, неопределенный статус, нет единого управляющего и вечная жажда наживы. В то время как другие горнолыжные курорты уходят вперед. Если Донбай опоздает, а через 3-4 года эти курорты, они будут в том или ином запущенном состоянии, уже какие бы усилия ни делались, какие бы деньги ни вкладывались, это будет уже напоминать картину, как маленькая собачка бежит за слоном и не может догнать. На территории этой маленькой, но гордой Кавказской республики находится сооружение, которым когда-то гордилась вся советская страна. Телескоп с зеркалом диаметром 6 метров. Когда-то он считался самым большим оптическим телескопом в мире. Чем больше площадь зеркала, тем больше квантов света, фотонов мы можем собрать в фокусе телескопа. И, соответственно, тем более слабые объекты мы можем видеть на небе. С помощью нашего телескопа, теоретически, мы могли бы увидеть, например, спичку, зажженную на расстоянии 10 тысяч километров за Владивостоком. Это рассказ о достижениях еще советской науки. Сейчас этот аппарат не входит даже в первую десятку крупных телескопов мира. Наши астрономы только вспоминают о былых свершениях. Ну а здешние историки полны радужных планов. Они мечтают превратить в место для паломничества туристов долину Нижнего Архыза со знаменитой природной водой и самыми древними христианскими храмами на территории России. Их построили еще в 8 и в 9 веках, когда через эти долины проходил Великий Шелковый путь. Правда, пока полноправным хозяином здесь себя чувствует кавказский гриф по имени Гоша. Сергей Холошевский, Максим Соколов, Кирилл Яченко, Игорь Смирнов, телекомпания НТВ, Карачаево-Черкесия.